В период с 15 октября по 23 ноября туроператоры в разы нарастили продажи туров по России по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В среднем прирост составил около 40%. Тем не менее, такой рост связывают не только с программой кэшбэка, но и с низкой базой год назад. Некоторые компании только в 2020 году начали активно продавать туры по России. Кроме того, из-за закрытия границ расширились полетные программы по России. Среди самых популярных направлений для путешествия с кэшбэком оказались регионы юга. Безусловный лидер, как и летом, Краснодарский край. При этом туристы бронируют в основном либо ближайшие даты, либо сразу Новый год. Второй этап распродажи туров по России с кэшбэком начался 15 октября. В его рамках россияне могут получить до 20% возврата средств на карту МИР при бронировании туров продолжительностью от 2 ночей у туроператоров или гостиниц, которые участвуют в акции. Она продлится до 5 декабря. По данным организатора акции Ростуризма, всего за время 2 этапов распродажи россияне приобрели туров более чем на 4 миллиарда рублей. Госкомпания Дом.РФ выделит 300 миллионов рублей на пилот программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов для молодых семей, заявил глава госкомпании Виталий Мутко. Сейчас, по его словам, банки неохотно выдают такие кредиты. Воспользоваться субсидируемым государством кредитом смогут заемщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети в возрасте не старше 19 лет. Ставка по программе будет 6,5%, размер кредита до 6 миллионов. Срок кредита не должен превышать 20 лет, а первоначальный взнос быть не ниже 20%. Распространяться новая льготная программа будет только на первичный рынок, то есть на покупку домов от застройщиков. В случае самостоятельного строительства дома заемщик должен будет заключить договор с подрядной компанией. Программу хотят запустить уже в декабре, продлится она до 1 июля 2021 года. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала срок полного восстановления экономики России после пандемического кризиса. По ее оценке, это произойдет в середине 2022 года. Центробанки ранее уже говорили, что ожидают возвращения экономики на докризисный уровень в первой половине 2022 года. В регуляторе полагают, что падение ВВП по итогам 2020 года составит 4-5%. В 2021 году показатель вырастет на 3-4%, а в 2022 прибавит от 2,5 до 3,5%. В Банке России пояснили, что пересмотр прогноза связан с более позитивными, чем ожидалось, данными по экспорту. Центробанки отмечают, что будущий экономический рост во многом будет зависеть от бюджетной консолидации, развития ситуации с коронавирусом и показателей частного спроса. Тем временем россияне из-за падения доходов перешли на более дешевые и сытные продукты и стали покупать больше хлеба. По итогам 2020 года продажи хлеба в натуральном выражении могут увеличиться более чем на 60 тысяч тонн. В денежном выражении продажи за январь-сентябрь 2020 года выросли на 2,9% и составили 552 миллиарда рублей, сообщили в Российской гильдии пекарей и кондитеров. По данным Российского союза пекарей, рост продаж хлеба зафиксирован впервые за 5 лет. В целом за этот период производство продукта сократилось более чем на 5%. Причиной роста спроса стало падение доходов населения, которое начало покупать больше товаров первой необходимости. По оценке Росстата, во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян обвалились на 8,4%, а в третьем квартале упали на 4,8%. Долги граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2021 году могут существенно возрасти из-за того, что управляющие компании больше не смогут судиться с неплательщиками. С 1 января 2021 года для того, чтобы подать в суд на задолжавшего за услуги жильца, управляющая компания должна будет указать один из идентификаторов неплательщика, например, паспортные данные или номера СНИЛС и ИНН. Но управляющие компании не могут официально получить доступ к личным данным граждан. Новые правила для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций вступают в силу с начала года, несмотря на то, что соответствующий закон, запрещающий подавать в арбитражный суд без идентификаторов ответчика, действует с 1 октября 2019 года. Но управляющие компании и ресурсоснабжающие организации получили отсрочку. Ассоциация управляющих компаний обратилась в Минстрой с просьбой продлить срок действия отсрочки до 2023 года и
дать возможность управляющим компаниям получать данные о жильцах. В ведомстве сообщили, что для урегулирования ситуации с получением данных поставщиками коммунальных услуг разработан проект закона, и он внесен в правительство.